Великая Отечественная война была сложным и драматичным событием для нашей Родины. Каждый школьник на уроках истории узнает про Ров и про то, как это было. Это событие, которое никогда не забудут. Она происходила в годы с 1941 по 1945 года. Сейчас каждый год 9 мая страна и люди празднуют День Победы. Это прекрасный праздник и весенний день, который не даст забыть ужас той кровавой и беспощадной войны, всех тех страданий и переживаний, которые свалились на советский народ. Нету ни одной семьи, которая не пострадала от событий войны. У кого-то воевал дед, бабушка, у кого-то отец, мать, брат или сестра. Всех коснулась война. Во время войны люди страдали и боролись. От труда людей зависел исход войны. Дети, подростки шли на заводы и вытачивали детали для фронта. Шли на фронт и старики в надежде защитить страну от фашистских захватчиков и варваров. Таким образом было мобилизовано более 25 миллионов человек. Также на фронт ушли мужчины из села Карнак. Одним из них был Халилов Рахматулла. Он ушел на фронт осенью 1941 года. Он отправился в город Донецк. Они там строили мосты. Когда они практически закончили постройку, немецкий бомбардировщик разбомбил мост. Потом он воевал в Чехословакии под Берлином. Когда закончилась война, он еще 2 года служил в армии и помогал людям. Также участие в войне принял и Сулейман Амиров. Он ушел на фронт в 1941 году. Он служил в Украинском фронте. В 1942 году он был ранен, и он попал в госпиталь. В 1945 году он вернулся в родину. Каунбай Юнус также принял участие в войне. Он воевал в Белорусском фронте. В 1942 году он попал в плен и был объявлен мертвым. Но в 1945 году он вернулся на родину, и пришло письмо о том, что ему поставили памятник в городе Витебск. Также Халват Джалалов принял участие в этой войне. В 1941 году он шел на фронт, но перед этим в 1939 году он принял участие в финской войне. Он служил в Украинском фронте. Он воевал в городе Братислава, Варшава, Прага. В 1945 году он вернулся домой в родину. Таким образом, эти люди стали героями всей страны и всего Советского Союза. Это был мой рассказ о моих дедушках, сражавшихся на фронтах и победивших врага.